Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Собственная лаборатория ПЦР открылась в республиканской больнице номер 2. Большая работа проведена руководством и специалистами для подготовки помещений. В День защиты детей началась пора ремонтов в детских садах Алданского района. У родителей возникает вопрос, куда определить чадо. Нешуточные страсти на коврах Индианы. Расскажем, как в Америке развивают масс-рестлинг. Танкеру ТО-1543 присвоили имя Героя социалистического труда, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Михаила Федоровича Спиридонова. Торжественный митинг по этому случаю сегодня с участием представителей компании «Лорб», членов правительства, а также близких родственников героя проходит в Жатае. Ульяна Шагина находится на прямой связи с нами. Уля, приветствую, ждем от тебя подробностей события. Добрый день, Сергей. Мы сейчас находимся в Жатае на аллее Капитанов, где в эти минуты начинается торжественный митинг, посвященный присвоению имени одному из суднов компании «Лорб». Сразу отмечу, что присвоение имени – это, конечно же, отражение истории и дань всем тем людям, которые посвятили всю свою жизнь речному флоту. Так и сегодня модернизированному судну компании «Лорб» присвоено имя Героя социалистического труда Михаила Спиридонова. И это, конечно же, неспроста. Уроженец Кобяйского района Михаил Федорович Спиридонов в далеком 1945 году 15-летним подростком нанялся рядовым матросом к легендарному капитану Афанасию Богатыреву. Тогда по линии, напомню, ходили только колесные пароходы, и работа юного матроса, конечно же, была непростой. Под руководством легендарного наставника он смог получить отличные практические навыки. И позже, отучившись уже на речника, он шаг за шагом прошел большой трудовой путь от матроса до капитана одного из самых крупных транспортных предприятий России, Ленского объединенного речного пароходства. Ну, я, как уже сказала, митинг в эти минуты уже начался с гимна речников, а также под звуки торжественного гимна и фанфар. Сейчас снимут ткань с теплохода. Уже в эти минуты модернизированный танкер с новым именем выйдет в свой первый рейс, и нам до прямого эфира капитан судна Вячеслав Фролов рассказал о том, насколько экипаж готов к первому в этом году своему выходу. Давайте послушаем, что он рассказал. Пойдем грузиться в Нижний Бестях будем и пойдем на Вилюнь-Нюрба до Нюрбы. Ну, это вот теплоход, получается, модернизирован. Он раньше вы на нем же были или как? Да, я на нем работал уже 8 лет. Я пришел туда третьим помощником, начинал свою деятельность, поднялся до старпома. Потом сложилось, я перешел на другой пароход. И вот сейчас в том году вернулся обратно, как можно сказать, на родной пароход. Ну вот имя присвоено, да? Как-то оно вот что-то дает вам, то что теперь оно так же? Ну, как бы, что дает, что первый герой, я думаю, будем первооткрыватели нашей Якутии, я думаю, будет сопутствовать удача. А вот модернизация, она в чем заключалась? Модернизировали танкер, получается, сделали двойное дно, наварили тромб. По экологии сейчас у нас так запрещено с одним дном. И, получается, сделали более безопасное для прохождения там тех же боковых рек, которые у нас очень тяжелые бывают, и бывает и мелководье. Было очень раньше страшно с одним дном работать. Сейчас уже как бы попроще, уже страха такого уже сильного нету, что будет какое-то экологическое бедствие. Ну что ж, после митинга капитан отрапортует о готовности экипажа, после чего судно сразу направится в свой первый рейс. Напомню, что экипаж состоит из 7 человек, и первым делом они направятся в Вилюйский район. Ну а мы, конечно же, пожелаем судну, экипажу 7 футов под килем. У меня на этом все. Ульяна, спасибо за информацию. Ну а мы продолжаем наш выпуск.
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня из-за сложной эпидситуации по коронавирусу в этих странах. Напомним, ранее с 15 апреля по 1 июня Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки ковида. Количество рейсов сокращено до 2 в неделю. На взаимной основе их выполняют Аэрофлот и Turkish Airlines. Также приостановлены рейсы в Танзанию. В Якутии заболели коронавирусом за сутки еще 102 человека, из них в Якутске 62 случая заражения. В Амгинском районе 9, в Мегино-Кангаласском 8, в Вилюйском 5. Еще в 9 районах от 1 до 3 заражений. За сутки лаборатории республики провели почти 800 исследований на ковид. Еще раз особого внимания к вакцинации семей беременных женщин, так как мы имеем очень тяжелые случаи, законченные в том числе летальным исходом, в связи с чем еще раз обращаем ваше внимание на необходимость вакцинации проживающих с беременными и находящимся в контакте с беременными сотрудниками, работниками, те, кто проживает в одной семье, членами семьи, так как эта группа лиц на настоящий момент находится в зоне риска. Количество тяжелых больных у нас непосредственно на койках стационарных наших сегодня действительно очень большое, поэтому еще раз обращаем внимание на необходимость создания подушки безопасности. Собственная лаборатория ПЦР открылась в республиканской больнице номер 2, Центре экстренной медицинской помощи. И теперь в медучреждении смогут проводить широкий спектр исследований по технологии полимеразной цепной реакции, в том числе и для выявления коронавирусной инфекции. Это позволит ускорить диагностику и лечение пациентов. В больнице рассказали, что в Якутии это первый отдел ПЦР-диагностики на базе бактериологической лаборатории. Подготовка к внедрению данного метода началась в прошлом году руководством больницы и специалистами лабораторной службы. Проведена большая работа в плане соответствия помещений всем требованиям Санпин, закупки высокотехнологичного оборудования и подготовки кадров. Конечно же, пандемия подтолкнула нас к открытию именно лаборатории ПЦР, диагностики. Помимо прочего, конечно же, там можно проводить другие анализы. Проведена очень большая. Понятно, что здание у нас типовое, здание, по большому счету, старого образца. Поэтому пришлось очень многое переделывать здесь, для того, чтобы соответствовать всем современным требованиям. Да, у нас были задействованы, практически все службы, помимо лаборатории, это техническая служба, которая переделывали там тепло- и водоснабжение, вентиляцию, перегородки и так далее. То есть, и на сегодняшний день у нас есть сертификат, который говорит о том, что мы полностью соответствуем всем необходимым требованиям. К другим темам. Ряпушки в реке Лени станет больше. Компания «Алроса» совместно с Чернышевским рыбзаводом выпустила 840 тысяч мальков. В этом году это первый этап по договору с компанией. В ближайшее время выпустят личинок пеледи в Вилюйское водохранилище и озеро Тимир-Кюнде, а также мальков Чира в реку Вилюй. Компания авансировала искусственное воспроизводство сига. В прошлом году в Ленске выпустили 1 миллион личинок этих пород рыб. Ежегодно «Алроса» финансирует и принимает участие в развитии рыбного хозяйства Якутии. Так, в текущем году на зарыбление рек и озер компания выделит более 10 миллионов рублей. География мест зарыбления расширена за счет того, что в 2019 году компанией была профинансирована работа научно-исследовательская по биологическому обоснованию воспроизведения новых биологических ресурсов в таких реках, как Вилюй и Марха, за счет чего в 2020 году в реку Вилюй было выпущено 1 миллион личинок Чира. А Нерюнгринская ГРЭС приступила к плановой перекладке магистрального трубопровода в восточной части парка культуры и отдыха Черяева. В соответствии с профильной программой идет подготовка энергообъектов к следующему осенне-зимнему периоду. Ирина Кичигина продолжит. В ходе ремонта энергетики заменят 530 погонных метров трубопровода диаметром 273 мм, выполнят замену изношенной теплоизоляции на новые базальтовые маты и стеклопластик. Работы планируется завершить 16 июня текущего года. Парковая аллея, где производится замена труб, будет благоустроена за счет программы формирования комфортной городской среды. Главная задача, чтобы подрядчик закончил все работы вовремя и в срок и сдал нам восточную часть парка уже в новом виде. Вся эта благоустроенная территория, восточнее центральной аллеи, она
Ну, для отдыха будет предназначен, там отдыха. У нас там будет построена новая аллея детства, там небольшие развлечения для детей. У нас должен быть построен в центре пешеходный фонтан. Работы по замене теплотрассы в данном месте были запланированы на июль 2021 года. Но в связи с масштабной реконструкцией парковой зоны энергетики приняли решение о переносе работ на более ранний срок, чтобы не портить внешний вид преобразованного парка. В данный момент выполнены земляные работы, вскрыты каналы теплотрассы, осуществляется демонтаж старого оборудования. Далее начнется этап монтажа нового трубопровода с последующей врезкой в действующую сеть. Трубопроводы прослужили в данном случае именно эти более 30 лет. Срок годности у трубопроводов 25-30 лет. Эти уже больше 30 лет, поэтому необходима замена трубопроводов. По окончании работ будут проведены гидравлические испытания, что покажет качество выполненной работы. Также будут проведены лабораторные испытания. Замена данного участка трубопровода не несет ограничения теплоснабжения потребителям. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Алданском районе закрылись на ремонт первые детские сады. В июле, согласно графику, фронт работ переместится в следующие садики. В дошкольных учреждениях района запланированы косметические работы, капитальных ремонтов не предвидится. В некоторых садиках наряду с побелкой и покраской заменят двери и сантехнику. Ремонт проводят в основном силами сотрудников. К отделке педагоги и нянечки, которые не ушли в отпуск, привлекаются ежегодно. С закрытием детских садов перед многими родителями встает вопрос, куда определить чада. Пока часть учреждений на ремонте, их воспитанников принимают работающие сады. Однако свободных мест традиционно оказывается меньше, чем претендентов. Ну, конечно, как всегда, у нас есть небольшая проблема с устройством временных детей, потому что, как вы знаете, и я родителям всем объясняю, у нас нет запасного детского сада, в который мы можем принять детей на период ремонта. Очень в условиях пандемии очень мало родителей куда-то уезжают, поэтому работающих в детских садах очень много деток, и они берут совершенно небольшое количество детей. И, конечно, основным критерием на устройство временное это является занятость обоих родителей. Вот. Ну, небольшая проблема существует, но я думаю, как каждый год мы справимся. Судебные приставы детям. Сегодня, в День защиты детей, прошла пресс-конференция с участием руководителей управления Федеральной службы судебных приставов республики. Главной целью акции является привлечение внимания общественности к проблеме невыплаты алиментов и уклоняющихся от своевременного погашения платежей. Судприставами ведутся различные мероприятия для повышения эффективности исполнения решений судов о взыскании алиментов. За период с января по май текущего года на исполнении находилось 7 тысяч производств, в том числе 318 в пользу воспитанников детских домов. В результате мер принудительного исполнения за 5 месяцев в пользу детей взыскано более 117 миллионов рублей. Приставом активно применяется такая мера, как временный запрет на выезд из Российской Федерации. То есть уже 3 с лишним тысячи в этом году только таких ограничений вынесено. Мы ожидаем еще больше в связи с наступлением периода отпусков. Ограничения в специальных правах. То есть в первую очередь, конечно, даже это водительское удостоверение. То есть приставом выносится и направляется в орган ГИБДД постановление о том, что данный должник его ограничен в пользовании своим водительским удостоверением. То есть он не имеет права в этот период управлять своей машиной и транспортным средством. Также в День защиты детей целевой фонд будущих поколений Якутии объявил имена победителей и призеров конкурса по изготовлению защитных масок. Победителем возрастной категории от 6 до 12 лет стал ученик 1 класса 9 школы Якутска Рома Левух. В возрастной категории от 13 до 16 лет лучшей стала ученица 8 класса Республиканской коррекционной школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи Алина Соколова. Номинацию «Приз зрительских симпатий в возрасте от 6 до 12 лет» за количество лайков и комментариев выиграла Алина Акимова. В такой же номинации, только в возрасте от 13 до 16 лет, призером стал ученик 8 класса Табагинской средней школы Мегенкангаласского улуса Стас Аманатов. По условиям конкурса участники изготовили защитные маски и выложили пост в своем инстаграм-аккаунте. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Спасибо организаторам за такой креативный конкурс. Носите маски и будьте здоровы. Я очень рада, что победила на конкурсе. Я изготовила маску из габардина и украсила ее стразами и пайетками и цепочкой. И большое спасибо организаторам за такой конкурс.
К нам поступило 29 интересных рукотворных работ. Дети проявили свое мастерство, фантазию. И таким образом можно сказать, что конкурс стал не только полезным, но и интересным для самих детей и родителей. Сейчас о спорте. В городе Форт Уэйн завершился чемпионат Северной Америки по масс-рестлингу. На помост вышли спортсмены из 4 штатов. Хозяйки соревнований Индианы, а также Калифорнии, Иллинойса и Кентукки. Женщины и мужчины боролись в нескольких весовых категориях. Среди участников были и спортсмены с ампутациями ног. По сообщениям организаторов, чемпионат прошел с учетом всех правил Международной федерации масс-рестлинга. От наличия специальной униформы и правильности хвата до громкогласного «Че» на старте. Масс-рестлинг в Индиане появился 3 года назад. На кадрах видно, как спортсмены рвутся к победе. Накала страстей не выдержала даже палка. Так, во время одного из поединков она разломилась на 2 части. Правила соревнований очень простые, а оборудование удобное, чтобы хранить и передвигать его. Мне нравится традиционная атмосфера во время соревнований, и мне нравится использовать якутские слова во время масс-рестлинга. У нас даже тренировки в зале проходят как настоящие соревнования, по всем правилам. Мы гордимся другими масс-рестлерами и практикуемся с ними. Я хочу сохранить традиции этого вида спорта, которые есть сейчас, и я планирую продолжать продвигать масс-рестлинг в Индиане. Я очень благодарна Джону О'Коннору, потому что он человек исключительный, с таким неспокойным сердцем. Была идея такая включить масс-рестлинг во всемирные игры полицейских и пожарных. И есть такое же движение в Соединенных Штатах. Он сразу вышел на связь с организаторами, постарался сделать презентацию хорошую, получил хороший отзыв. И в сентябре мы очень надеемся, что вызовем интерес в этой сфере. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.